В селе Пезма Карткировского района продолжаются работы по возрождению церкви Прокопия Устюжского. Храм был построен в XIX веке, а разрушен большевиками в советские годы. Его помогают восстанавливать не только местные жители, православные со всего региона, да и сам настоятель церкви после службы переодевается в рабочую одежду и идет на стройку. О делах духовных и не только. Анна Зубарева. Сегодня в церкви Прокопия Устюжского служба в честь престольного праздника. Собрались православные из Сыктывкара, Нившира, Богородска, Большелуга. Сейчас и не скажешь, что храм некогда был руинами. В 30-е годы большевики взорвали здание, одни иконы сожгли, другие разбросали по канавам, разрушили красивое и благодатное место. Моя бабушка, она 4-го года всегда рассказывала, мол, в церкви было очень-очень все уютно, красиво, иконы такие все блестят. Когда начались гонения, начали все вытаскивать, вот и все иконы побросали, костер зажигали, а некоторые бабушки даже захватывали обратно вот эти иконы. И они говорят, если вы еще подойдете, мы вас тоже выкинем в костер. Раньше в селе, которому без малого уже больше 430 лет, проживало около 1000 человек. И всегда у местных в центре внимания была она, построенная еще в первой половине 19 века, кирпичная, одноэтажная и, к сожалению, разрушенная. Было боязно, мы же маленькие были, нам ведь говорили в советское время, что Бога нет. Было боязно, но что-то такое тянуло нас к этому храму. Мы все время здесь были, заходили. Таким трепетом, такой боязнью мы заходили, когда дверь была открыта, и было такое чувство, что, не знаю, вот это чувство не передать словами, вот такое чувство, какая-то благодать отсюда шла. Женщина признается, в детстве было интересно, страшно и любопытно одновременно. Годы шли, душа требовала молитвы, и долгое время жителям Пезмага приходилось ездить на литургии то в Вашкурью, то в Карткирос. Всегда мы говорим, наша церковь в плачевном состоянии. А кто виноват? Мы же сами виноваты. Молодежь еще не в состоянии, уже большое поколение еще уже не могут, только нам осталось. Я говорю, ну давайте хоть немножко приберемся или что-то сделаем. Вот. И вот так и началось. Начало было положено в 2013-м. Активные сельчане написали объявление, собрали народ. Сначала вывезли мусор, помыли полы. Отец Александр стал проводить богослужения. И только после этого здесь появились окна и двери. До сих пор по воскресеньям в храме Пезмага собирается инициативная группа. Помогает кто чем может. Сейчас, слава Богу, возрождается наш храм. Наш храм уже очень красивый стал. Хотя было такое, что... Даже можно было не подумать, что никогда не возродится. Но мы мечтали об этом все время, мечтали. Вот зазвенят колокола, вот будет купол, вот будет крест, будет сиять. Слава Богу, это все сейчас у нас есть. Уже восстановлена колокольня, залит фундамент, возведены стены. На этой неделе должны провести железо для крыши. А в следующем году в планах у прихожан закончить внутреннее убранство. Над небом, над голубым, есть город золотой с прозрачными воротами и яркою стеной. Анна Зубарева, Владимир Кривцун, телеканал Юрган, Карткировский район.